хорошим контролем, но скорее здесь все на индивидуальном мастерстве. И вот сошлись, сцепились два барса. Борис, кажется, один раз был в большинстве, а Барс 5 раз. Но удача им изменяла Акбарсу постоянно. Хотя вот четко наши старались играть. Удача не на нашей стороне была. А Борис, он неожиданно, вот как Салават Юлаев с Кунлысаром, мы думали, Кунлысар уступит, нет. Они, как вопреки ожиданиям, сегодня победу одержали. То же самое, наверное, Акбар шел сегодня навстречу и думал, подумаешь, там предпоследнее место в Восточной конференции у Бориса. Ну, ошиблись. Видите, какой Борис упорный сегодня. И надо заметить, что очень вежливо сегодня играет. Хотя были нарушения, но до драк не доходило. Казахстан, Татарстан. Что вы хотите? Поехал вперед, а почему бы и нет? Даниил Журавлев бросает, а он на добивании некому сыграть. И сейчас 3-2 атака от Бориса. Журавлев должен догнать и успеть вернуться. В итоге останется 60 минут и ни одной шайбы не было. Ну, по одному очку. По одному очку в любом случае заработали команды. Вот битва двух барсов. Самый главный результат должен быть здесь и сейчас, именно в Татнефть-арене. Здесь рисковая передача Журавлева. В итоге, да, Галимов не добирается до шайбы. Это так называемая легкая потеря в среднем. Борис, он не справляется. Дважды, кажется, смена тренеров была у них за сезон. Борису здесь нет никакого проброса, но контроль. Сейчас да. Радулова должен был быть. И 4 игры они подряд выигрывали даже. В итоге она у Алекса Гранта. А Сафонов с Радуловым продолжают обороняться. Там вместе с ними же Лямкин. Сафонов просто не успел смениться на Семенова. Радулов в обороне. Но мы верим в победу Акбарса. Иначе нам нельзя. Алекс никак не дает добраться до шайбы. Отдать передачу. А вот здесь Сафонов мог в теории убежать, но все-таки много времени Илья уже провел на площадке. И совсем скоро стартует последняя минута овертайма. Никуда не торопится, вот все-таки продолжает оставаться ощущение, что Борис совсем не против серии буллитов. Камара пошел вперед на хорошей скорости, троих объехал, отдал передачи, и можно контратаку. Ну, сегодня четкие передачи, конечно, были, они знали каждое свое место, Акбарс имею в виду. Вот. И передачи четкие вот были, поэтому. Хотя удача просто им не сопутствовала. Сколько было таких моментов. Сколько было моментов, да. Последняя атака все равно за Акбарсом должна быть. Радулов повел шайбу вперед вместе с партнерами. Александр Радулов. И где шайба? Шайба у Бориса. Радулов только встал со льда, но и у астанинцев не так много сил. Атака 3-2. Здесь Клиничка с шайбой. Радулов ее забирает и отправляет. Нет, не отправляет, поторопился я. И все-таки это серия буллитов. И именно 55 минут командам не хватило для того, чтобы понять, кто же все-таки сильнее. Акбарс или Борис, который сегодня пересыграл здорово. Это первая буллитная серия для Акбарса по ходу этого текущего сезона. Ну и вот мы его статистику наблюдаем. У Андукуя трудная. И такие правила, что все-таки должен быть определен победитель. Статистика из кольца шайбы можно выкатываться. Буллит номер 1, точнее не буллит, это просто
бросок. Правильно сам. Еще раз обратите внимание. Барсон еще не отличался. Мич Миллер против Шутова и... Жунаев Андрей. Вот Рымарев, который умеет выполнять вот такие вылетные серии для своей команды, но не выступит Поддержка Татнефть-арены, и, возможно, она помогает. Идет штурмовать ворота Андрея Шутова. Семенов. Ой, как красиво! И, наконец-то, забиваем мы Андрея Шутова и выходим вперед в серии бросков для определения победителя. Но это красота, и так в основное время. Который тоже способен удивлять и забивать. Широко Алекс Катин бросает, но Белялов. И спасение голкипера Акбарса тоже приводит в восторг арены Райли Барбер. Экс-хоккеист Астанинского для себя команде. Посмотрим, что получится у Райли Барбера. Он там точно знает. А вот получится? Нет, не получится. Не сумел Райли забросить своему бывшему клубу. Там, по-моему, вот пропущенная шайба. Давайте смотреть. И здесь уже Апалька выше ворот отправляет шайбу. Здесь Тимур Белялов вновь оставил ворота неприкосновенности. У нас Барсон набирает скорость и забивает. Нет. Неужели Андрей Шутов в ловушку забрал шайбу? Соскочила она. Ну ладно, я уж думал снова. Уже на арене появляется Антони Камара со своей попыткой. Тоже на высокой скорости. Тимур Белялов и... Тимур Белялов обращает свой взор на трибуны. И это победа от Барса с футбольным счетом, прямо скажем, 1-0. И то в серии штрафных бросков. Это пятый сухарь Тимура Белялова. Лучший в лиге по сухим играм. Поздравляем отдельно Тимура. Продолжает он писать свою историю. Продолжает он писать историю именно казанского Акбарса с победой. 1-0. Да, было тяжело, но зато какие яркие эмоции мы получаем уже после 65 минут чистого игрового времени. И в серии бросков для определения победителя мы одерживаем победу. Кирилл Семенов, тебе большое спасибо, что ты даришь нам эмоции. Главный игрок этой встречи, наверное, Тимур Белялов, и наравне с ним Андрей Шутов. На этом мы с вами прощаемся. Салават Мухаммадуллин, Максим Прохоров работали сегодня для вас. С победой, до свидания. Тимур, это просто матч имени Тимура Белялова. Боже мой, наша гордость. Юрий Иванович Бабенко. Паршову чаще всего упоминается. Белялов, наверное. В точку, 100%. Ну вот мы удивили народ победой в овертайме. Теперь порадовали тот же самый. Два очка. Да, Надеюсь, что... у Акбарса Белялов играл. Хорошей поездки, Юрий Иванович. Один Белялов играл у Акбарса. Блин, это я так вот, знаете, так радуюсь всегда, потому что вот сегодня настолько был сложный матч, и получается, что в самой концовке, да, в конце, в принципе, вообще в завершении всего, что сегодня происходило, просто матч имени одного человека, который вытащил просто всю команду. Да, безусловно, Кирилл Семенов забросил, молодец, красиво, классно это сделал, но, блин, Тимур, ты лучший, береги себя, пожалуйста, мы тебя умоляем. И в булитах, и везде он сегодня 0. Он не дал никак вообще абсолютно. И самое прекрасное, что сегодня на самом деле вот герой фонбет овертайма Кирилл Семенов, поэтому давайте его тоже послушаем на Макса Пестушко. Кирилл, скажи, какие аспекты сегодня были определяющими в матче? На самом деле тяжелая игра была, да, несмотря на то, что соперник много удалялся, мы достаточно... Обилие моментов было, да, у их ворот. Вратарь сегодня он здорово сыграл, подтащил, не знаю, даже те шайбы, которые не берутся, он все равно сегодня был лучшим у них, поэтому за счет него и счет на табло был 0-0. Наш вратарь, конечно, тоже и Булиты все отбил, они красавцы сегодня, но наш победил в этой дуэли. Показал, что в овертайме
осторожно, как будто ждали этой серии буллитов. Вот насколько вы были уверены в победе? Потому что это первая буллитая серия в этом сезоне. На самом деле, играли как играли, да, в овертайме до гола идет. Не ждешь ты буллиты будут, да, или еще что-то дальше. Поэтому нужно было здесь сейчас решать. Нам не повезло, немного не забили, у них тоже были контратаки. Поэтому здорово, что нам удалось победить, взять важные для нас 2 очка. Классный буллит, спасибо. Знаете, Хороший. наше счастье, что вратари не могут прочитать финт Кирилла Семенова. Это, и пусть дальше не могут это прочитать. Слушай, на самом деле ключевой тоже, но еще один трогательный момент, это, конечно, Кристиан Хенкель, который сегодня также благодарим за игру, и вот они, эмоции настоящие, я знаю, и мы с тобой сейчас обсуждали, Да. да, и вместе с